Здравствуйте, дорогие читатели Коминформа. Сложившаяся ситуация подсказала нам, кого нам пригласить на этот эфир в качестве эксперта. К сожалению, проблема распространения коронавирусной инфекции актуальна, поэтому сегодня у нас в гостях главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Коми, детский инфекционист, подчеркну, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ситуация напряженная во всем мире, а в Республике Коми пока, во всяком случае, все гораздо спокойнее, но тем не менее. Я думаю, все знают, что такое коронавирус, точнее даже, что есть какой-то коронавирус, но что это такое конкретно, наверное, мало кто знает, да, думает, что это что-то страшное. Так вот, вопрос, можете популярно объяснить, что такое коронавирус и чем он так опасен? Коронавирус вообще циркулирует в природе давно, всегда. Чаще всего болеют животные, да, но тем не менее в популяции он как респираторный вирус, как сезонный вирус, как вирус гриппа, парагриппа, да, вот так же циркулирует и всегда встречался у нас и выделялся у нас, обычный сезонный коронавирус. А, к сожалению, в некоторых ситуациях он мутирует, да, иногда вот такой приобретает какие-то патогенные свойства. Вот в 2003 году был SARS, да, наверное, почему вот сейчас иногда можно увидеть в прессе SARS-CoV-2, да, потому что тот первый был SARS. Вот. И второй дальневосточный, ближневосточный в 2013 году, 2012, да, когда был как раз тоже с большой летальностью, там было чуть более 1000 заболевших, но 40% тогда погибли от тяжелого также коронавируса. Вот эти были такие локальные небольшие вспышки. Сейчас вот он не имеет таких высоких патогенных свойств, как все те. И сравним, и все сейчас сравнивают с гриппом, вот тот, который H1N1, который мы почему-то не боимся. Не боимся, а боимся почему-то все коронавируса, да, страшное слово. Поэтому не должно быть паники, должно быть, наоборот, какое-то, да, больше мы должны уделять внимание профилактике, да, вот то, что вот нас разъединили, чтобы мы не передавали вирус, потому что нет профилактических мероприятий, такие, как есть при гриппе. Там есть вакцинация, которую почему-то никто не хотел, да, все отказывались, мы насильно, но там тоже и достаточно высокая летальность, и даже выше цифры летальности. Вот. Здесь ниже, но нет профилактики. Если даже кто-то захотел, да, мы не можем, к сожалению, пока вакцин нет. Вот и все. Вот эти вот, наверное, различия больше вирусов. А так это респираторный вирус чаще всего. Но есть сейчас данные, что он иногда может передаваться и контактно-бытовым путем. Поэтому и мер профилактики это основное мытье рук больше. О мерах профилактики мы поговорим, да, чуть попозже и очень подробно, естественно. Все-таки, если человек заболел, так скажем, как распознать в себе коронавирус, какие симптомы у этого заболевания? К сожалению, поставить коронавирусная эта инфекция или любая другая респираторная невозможно. Страны это Китай до сих пор, хотя там уже практически вот за эти сутки ни одного там случая, да, по 3 было все последние, потому что они все-таки закрыли границу. Это Южная Корея, это Республика Иран, это Германия, Франция, Испания, Италия, да, которая вот сегодня дает самые большие цифры летальных исходов и заболеваемость, прирост заболеваемости. За последние сутки я опять смотрела, несколько снизился темп прироста и летальных исходов, и заболеваемости. Вот эти страны, да, европейские, если они посетили в течение последних 14 дней, и если они приехали и не изолировали от себя своих домочадцев, то с момента их возвращения заболевания ОРЗ у домочадцев мы должны немножко настораживаться. Именно в течение месяца от возвращения тех. А эти в течение 14 дней, которые сами возвратились. Вот. Тогда мы думаем о том, что это возможно симптомы коронавирусной инфекции.
И самое важное, не пропустить именно затруднение дыхания, одышку, появление одышки. То, что да, может при пневмонии, при гриппозной пневмонии, сейчас у нас идет эпидподъем гриппа H1N1 также, да, и у непривитых могут быть эти симптомы тяжелой пневмонии. Конечно, при появлении первых симптомов у возвратившихся и, как я уже сказала, близких их родственников, да, или кто-то общался с ними, тогда нужно, конечно, вызвать врача, не ходить в поликлинику, вызвать врача и обязательно сказать: мы общались, мы были, да, и он будет аккуратно за ними, наблюдать более тщательно, и возьмет мазочки на этот вирус, да, и будет при появлении вот первых симптомов затруднения дыхания, чувства сдавления в грудной клетке, конечно, нужно будет немедленно госпитализироваться. Мы готовы на сегодняшний день для приема этих пациентов. Да, мы все сделали для того, чтобы пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, ее получали. Мы все силы приложили для этого, но тем не менее, да, вот детки сейчас будут просто с сезонными заболеваниями до 7 лет в детскую больницу госпитализироваться, они развернулись вчера, а мы будем с этими пациентами работать. Поэтому никаких страхов не должно быть. Вот. Единственное, говорю, что нужно вовремя вот эту заметить одышку. А медицинские все работники нацелены на эту инфекцию, они знают ее особенности, вот именно появление одышки, да, вот появление вот этой тяжести. Все, остальное 85% легкое течение, как любая другая ОРЗ. Кашель, насморк, першение в горле. И субфебрильная температура. Может так протекать, да, конечно. То есть мы можем переболеть коронавирусом, даже этого не заметить? Да, поэтому мы и разобщили всех, чтобы не, если даже вдруг, да, там кто-то переболеет, чтобы они не передавали. В течение 14 дней вот этот заразный период, да, чтобы мы избежать нам, мы не перезаражать. Самое важное, кого мы должны беречь, это лиц старше 60 лет. И людей, у которых есть хронические заболевания легких, даже в более молодом возрасте. Если есть хронические бронхиты, астма, сахарный диабет, конечно, вот к ним мы должны относиться наиболее настороженно, нежно, не ходить к ним сейчас с детьми, не болеют, а могут являться переносчиком инфекции. Вот, ограничить контакт. Вот то, что нам сейчас нужно, именно беречь этих людей. То есть дети с легочными заболеваниями тоже в группе риска? С тяжелыми легочными, конечно, все, да, с тяжелыми легочными, это те, которые могут, да, конечно, мы же не говорим о всей популяции детей, мы говорим как раз о детях, обычных, да, вот мы исключаем сахарный диабет, бронхолегочную патологию у детей также. Потому что это уже стало, наверное, известным фактом, что дети или не болеют, или очень легко переносят это заболевание, но при этом они являются переносчиками. Да, они могут очень длительно переносить этот вирус в себе, да, и выделять, иногда вот есть статьи, которые написано, что выделяют скалом. И вот тогда, почему мы говорим о воздушно-капельной инфекции, мы говорим про руки все время, про руки. Потому что могут передавать именно через ручки, да, через какие-то грязные руки, если плохо помыли. Поэтому сейчас самое важное – это мыть руки. И все. Хороший совет. Давайте еще о других мерах профилактики. Значит, мытье рук обязательно как можно чаще. А если нет возможности, то всегда с собой носить антисептик, я правильно понимаю? Да, конечно. Салфетки, антисептик. Почему мы разобщили всех? Да, чтобы не было в помещении большого количества людей, да, где со слюной, с кашлем, когда вот, если болеют даже в легкой форме, на метр там, я читала, даже пишут, там 3 метра летит, большой вирус изо рта вылетает, даже чего я только не читала. Нет, такого нет, конечно. Метр – это обычное расстояние, на которое может лететь капельки слюны при разговоре, при кашле, чихании. Вот этот вот защитный метр, да, наш, поэтому. Потом маски.
Но с масками вообще... Вот, хотел Вот, тоже про маски, подробно. да, Да, хотели? давайте. Ага. Вот. Использование этих масок совершенно неприемлемо часто. Едут в грязной, там, шофер едет в грязной там маске какой-то уже черной, такой же, как и там спецодежда, да? Да. 2 часа. Маска 2 часа раз. Шофер, да, он нужен, у него очень много, большой поток людей, да, заходят, выходят, дают ему деньги, он не успевает, может быть, там где-то обрабатывать руки после денег, после всего, ну, когда шофер расплачивает, ну, ему, или, ну, кондуктор, да, тот же, вот. Но когда едут в машине, один едет в машине человек, и прямо у него маска, или маска висит под носом. Если мы хотим защитить наши наши пути, да, дыхательные, нужно вымыть руки и потом снять маску, да, или снять маску быстро, а потом вымыть руки. И эти маски не разбрасывать где ни попадя, а, конечно же, в пакет с крышкой, да, потом, где мусорное ведро с крышкой, там сбрасывать эти маски, чтобы потом их выбрасывать, чтобы они не валялись там по всему белому свету. Вот, и, конечно, ходить на улице в городе Сыктывкаре в маске, да, нет никакого смысла, особенно когда идет влажное дыхание, маска очень быстро намокает. Если мы являемся носителем какого-то вируса, любого другого респираторного или бактериальных инфекций, тогда это все просто рассадник. Это просто хороший рассадник под маской, да, для нас, и мы можем заболеть. Вот, это вот такие, можно самим шить, из того же бинта, да, если нет сейчас разовых масок. Не надо отчаянно там искать, да, все. Сейчас очень много я видела в интернете, там из бумаги еще. Бинт, обычный бинт, и мы всегда, марля та же, да, мы всегда шили эти маски раньше, когда их не было разовых. Просто это удобнее, разовое взяла, выбросила. Здесь их нужно будет обрабатывать, они будут многоразовыми. Но тем не менее, их можно шить самим. Хорошо, может быть, еще какие-то меры профилактики? Ну, это основное вот я всё. говорю, Маски осторожно. в больницу, пожалуйста, да, все по домам, пожалуйста. И ведь многие страны еще, да, мер профилактики. Вот я видела в некоторых странах еще до вспышки Мгм. гостиница на ресепшн без средства. Да. Заходишь с улицы без средства. Тогда подходишь и общаешься уже с персоналом. Кофемашина рядом с ресепшеном, там средства. Заходишь в ресторан, там средства. Сразу у меню стоит средства, никаких проблем. Вот это все сейчас тоже можно как бы наладить, да, чтобы у нас, заходя в какие-то супермаркеты, в какие-то именно общепит обязательно, да, конечно, это будет тоже мерой профилактики, обработка рук антисептиком, потому что пока ты залезешь в сумку, в карман, да, ты тоже все инфицируешь. Да, и вот все эти, считается, что обработка, это тоже является, ну, такой достаточно сильной, да, мерой профилактики в учреждениях. Ну вот заходим мы с ребенком в детский сад, сторож нам тоже говорит, пожалуйста, попшикайте из флакончика. Я вот так подумал, система работает отлично. Вот, и может быть все-таки эта инфекция научит и нас, да, и россиян, русский народ, как-то быть более щепетильно относиться к гигиене, мыть руки, наконец-то мы научимся, да, следить за собой, не водить детей больных в садик, кашляющих и чихающих, то, что сплошь и рядом обычно есть, да, не ходить на работу из всех последних сил больным, потому что мы совершаем подвиг, да, выходя больным на работу, приходим и заражаем еще 10 человек, и все на следующий день не могут работать. Да, вот этого вот быть не должно, конечно. Давайте поговорим об введенных в республике ограничительных мерах. Считаете ли вы их достаточными, как к ним относитесь? Ну и, наверное, основное это закрытие для посещения школ и вузов. Ну, я как гражданин любой, да, я подчиняюсь приказам и всем решениям комиссии, и я не могу, например, там их критиковать,
да, я потому что должна подчиниться, раз. И я уже не раз говорила, что все ограничительные меры, да, они направлены на то, чтобы сейчас разобщить, круг оборвать, да, вот всех тех, кто вернулся совсем недавно, и не перез... Да, 85% населения, там я уже говорила, в легкой форме. Может быть, кто-то перенесет, может быть, да, но это ничего страшного нет. И никакой паники не должно быть. Если мы ограничены, если вдруг заболели и поняли, да, что мы приехали и заболели, мы тут же обратимся к врачу. Все. То есть мы вызовем врача на себя, а врач уже сориентируется. У всех есть опросники, врачи настроены. Вот и все. Вот для этого это очень важная мера сейчас была. Мгм. Потому что если бы мы затянули, да, также начали болеть и потом их разъединять, тогда уже этот снежный ком не остановить. Вовремя принятые меры это всегда Вовремя, да? То вовремя. есть Я считаю вовремя. четко, да, не раньше, чем нужно было, Нет, не нет. поздно. Рано Мгм. это, ну, не было же прецедента, и в России не регистрировались до этого случая. Ну, вот, и здесь вовремя ограничительные мероприятия, и вовремя сориентировались с этим пациентом, да, совсем. Ну все, у нас все, я считаю, что достаточно такие. Что жестче, совсем всем по домам сидеть, пока еще ну, Мгм. нет таких предпосылок для нас, чтобы всем сесть и закрыться в домах. Я вот говорю, что основное для понять, что важно родителей, да, детишек от пожилых родителей пока оградить немножко, вот, и всех вот таких, ну, с хронической патологией немножко поберечь. Гости все, да, вот такие садиковые дети, которые вот, могут там где-то что-то принести, а те, кто уже ездил, там, ну, родители. Ну вот у нас читатели жалуются, что школы закрыли, сейчас подростки тусуются в торговых центрах. Ну, к сожалению, этого не должно быть. Это также, да, это все на откуп нас, населения. Мгм. И население должно понять, если закрыли школы, то они должны сидеть, заниматься дистанционно, не бегать по торговым центрам. Торговые центры закрыть сейчас тоже нет еще никаких предпосылок, чтобы все закрыть, да, вот так. Нет, я считаю, что это только на самосознании, на дисциплине. Если у человека множественные хронические болезни, ну тут, видимо, имеется в виду не легочные, а какие-то другие, да, то больше ли риск заразиться коронавирусом? Больше риск заразиться коронавирусом именно у людей, которые ездили, или от людей, которые приехали откуда-то и привезли, да, из этих стран, которые сейчас бывают. У таких людей выше вероятность при заражении заболеть тяжело. Здесь как бы немножко по-другому стоит вопрос. Да? Вот, Мгм. да, если они общались с такими людьми, которые откуда-то вернулись из очага, кто вот, болеет в легкой форме, да, вот у тех, кто болеет множественными заболеваниями хроническими, у них выше риск всегда болеть более тяжело. Да, это так. Вот такой вопрос не в бровь, а в глаз. Цифры крайне маленькие, ну, видимо, имеется в виду статистика, да, спокойно, официальная. А меры глобальные по всему миру. Что-то явно не договариваете, иначе почему столько шума? Да, конечно, это не ко мне вопрос, что я не договариваю. Я говорю то, что у нас есть на сегодняшний день. Шум только потому, что активно, очень быстро инфекция разлетается по многим странам и континентам, только вот и в некоторых странах вдруг вот такая выскочила летальность высокая, Мгм. да, и пока вот анализ проводится, конечно, меры по предупреждению, они вот, наверное, больше поэтому. Да. Ну, вот как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Да, наверное, потому что инфекция новая. Каждая новая инфекция, Мгм. она всегда ну, немножко настораживает, да, и в этом плане, конечно, лучше сразу профилактику провести, сразу вот эти меры принять. Мгм. Сейчас, кстати, раз уж тему пришлось, создается, ну, пытаются создать вакцину. Будет ли эта вакцина также прививаться на общих основаниях? В Евгений, национальный как вы календарь, считаете? нет, я Да. думаю, что пока в национальный календарь это сложно, да, Мгм. во-первых, ее создадут
первую экспериментальную, это будет немного, небольшое количество, так чтобы для всего населения, я думаю, что этого пока не будет, да, какие-то определенные группы мы опять определим. Мы даже не можем привить в нашей республике от гриппа людей, которые входят в национальный календарь, Ну да, не да, да, хотят, да. отказываются. У нас есть в национальном календаре пневмококковая вакцина людей старше 60 лет с бронхолегочной патологией. Отказываются. А мы им говорим, мы от пневмонии вас спасаем, мы от гриппа вас спасаем, от тяжелого гриппа, от которого как раз люди с хронической патологией погибают. Отказываются. У нас то, что есть, отказывается, а уже то, что только что создается и мало, да, я не знаю, как мы будем вакцинировать. Читатель перечисляет конкретные симптомы. Кашляю месяц, изначально сухой, пила амброксол, стал влажным, но трудноотходимым. Стала пить АЦЦ, кашель не проходил. Врач назначил амоксициллин, пропила 5 дней, кашель не проходит, но прошла одышка и боль в груди. Что это такое? Высокой температуры ни разу за месяц не было, была только 35,5 один раз. Как? Это может быть коронавирус? Если человек выезжал в страны эндемичные, да, и в то время общался там с больными, то нужно исключить, да, но нет. Во-первых, я как опытный врач никогда не буду консультировать в телеэфире пациентов, да, есть конкретные ситуации, есть очень много заболеваний, протекающих синдромом кашля, с одышкой, и как инфекционных, так и неинфекционных, и это зависит от многих факторов, поэтому пусть на меня не обижаются, но комментировать, да, я, к сожалению, эту ситуацию не могу. Не могу именно по... Там может все что угодно быть, да? Хорошо. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Наш эфир закончен. Дорогие читатели, в следующий раз пригласим кого-нибудь еще. Надеюсь, повод будет более приятным.